Казанью карантин по бешенству. Бежал соседский мальчик, сказал, что вашего внука укусила собака. Это уже 6-й случай в республике за лето. Вакцинация всех восприимчивых животных на вирус бешенства. Из Высокогорского района репортаж Нафисы Минязовой. Избирательная кампания вступила в новый этап. Прошу вас передать документы нашему руководителю рабочей группы. Рустам Минниханов первым представил документы для регистрации кандидатом на выборах Раисы Республики. Чем больше муниципальное образование, тем больше конкуренция, я это вижу. Сколько человек на сегодня желают стать депутатами Госсовета и местных советов, узнал Дмитрий Аренин. Все трофеи шелкового пути снова у татарстанцев. Смотришь расклад, получается, что в принципе можно и довести и первое место. Вот что и получилось. 12-я по счету победа КамАЗ-мастер на прославленном ралли. Привезли нашей компании, нашей республике долгожданную победу. Встречала победителей и Светлана Звонарева. Об этом и не только в ближайшие полчаса. Здравствуйте, это новости Татарстана. Сегодня четверг, 24 июля, в студии Лина Зинатуллина. Сегодня в Татарстане встретили триумфаторов шелкового пути. Команда КамАЗ-мастер вернулась с Алтая с победой. Гонщики заняли все 3 призовых места в грузовом зачете ралли-рейда. В аэропорту Бегишева их встречали родные и близкие. Светлана Звонарева пообщалась с победителями. Так встречают победителей с чак-чаком, караваем и букетами цветов. Команда КамАЗ-мастер заняла весь пьедестал международного ралли-марафона «Шелковый путь». Главный трофей гонки «Белый тигр» у экипажа Антона Шибалова. Впервые грузовик на газомоторном топливе победил на гонках. Честно признаюсь, в начале гонки было такое в планах, чтобы доберемся до финиша, хотя бы в 5-ке. Так. Потом несколько дней гонки прошло, хотя бы в 3-ке нормально будет. А потом уже смотришь расклад, получается, что в принципе можно и довести и первое место. Вот что и получилось. Руководитель команды Эдуард Николаев сравнил этот шелковый путь с Дакаром. Такой же непростой маршрут. Спецучастки были очень непростые, особенно для автомобилей. То есть именно влияла надежность техники, чтобы не сломать, рассчитать силы и довести результат до подиума. Что у нас и получилось. Ведь вы видели, как шла борьба с командой из Белоруссии, с Сергеем Визовичем, с его ребятами, с командой «Урал». На протяжении всей гонки больше всех загонщиков переживали их близкие. Сегодня они встали пораньше, чтобы встретить своих победителей. Я вообще не ждала победы. Я просто ждала хорошего участия, потому что Антон был незапланированным участником изначально. Я очень горжусь своим папой, то, что они заняли 2-е место. Это очень хорошо на таких гонках такого масштаба. Сегодня команду встречало руководство города и лично генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин. Гордимся тем, что вы сделали, гордимся, что вы наши. Уверены, что в этой трудной гонке каждый проявил свой характер и привезли нашей компании, нашей республике долгожданную победу. Это 12-я по счету победа КамАЗ-мастер на шелковом пути. Светлана Звонарева, Елена Камалова, ТНВ, Набережные Челны. Рустам Минниханов поздравил руководство КамАЗа и гоночные команды с победой на ралли. Как отметила Раиса, это результат серьезной и неустанной подготовки, безупречного мастерства и огромной силы духа. Этим триумфом камазовский коллектив в 12-й раз доказал уникальную мощь отечественного автопрома и автоспорта. Также Рустам Минниханов отметил удачный дебют нашей машины на газодизеле. Напомним, ралли завершилось 22 июля в Горно-Алтайске. В соревнованиях участвовала 101 команда из 15 стран. Второй день в Татарстане сильные ливни. Накануне выпала четверть месячной нормы осадков. Сегодня не меньше. В Казани вновь из берегов вышло Черное озеро. Жители уже переименовали его в Черное море. Рядом затопило автомобильную дорогу. С газона смыло грунт. Щепки и щебень оказались на проезжей части и, как следствие, в ливневках. Из-за подтопления приостановили движение трамваев 1, 2, 3 и 5 маршрутов. По словам казанцев, к таким капризам погоды уже привыкли. Второй день говорю. Спасибо, чтобы нам не поливать деревья, цветы сохнут. Зачем нам поливку нанимать, когда лучше дождик польет? Вон же вода стоит в деревьях. Сейчас она уйдет и нормально. Деревья пропитались. Нужно все воспринимать положительно. Солнце классно, дождь еще лучше. Так что все нормально. В городе Казани стало чисто, свежо и приятно.
Не обошлось без происшествий и накануне. Вечером в Зеленодольском районе молния ударила в дачный домик в СНТ «Заря». Хозяйка успела покинуть жилище до пожара и вывести 3 собак. Также в Казани на Космонавтов молния попала в дерево. В Советском районе дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Это второй случай за сутки. Ранее 2 машины были повреждены у Раифы. Все это последствия циклона, который принес в республику сильные дожди и ливни. Сейчас он смещается на восток. В выходные существенных осадков гидрометцентр не прогнозирует. Из-за высокой влажности ночью и утром возможен туман. Северный ветер будет сдерживать прогрев воздуха, и температурный фон немного снизится. Если в пятницу до плюс 28, то в субботу не выше 24. В воскресенье столбики термометров покажут 21-26. А вот следующая неделя будет по-летнему жаркой. Антициклон прогреет воздух до плюс 30 градусов. С начала года в республике в 10-й раз ввели карантин по бешенству. До этого заболевания в Татарстане не фиксировали 2,5 года. На 2025 пришелся всплеск. Сегодня карантин ввели в Высокогорском районе. В Дубьязском сельском поселении есть подтвержденный случай заражения собаки. Она укусила мальчика. Теперь родители возят его в больницу на вакцинацию, а животное пришлось усыпить. О тревожной тенденции Нафиса Минязова. И одна из собак, когда он поднимался, схватила его за ногу. Ибрагим – дедушка 8-летнего мальчика, которого укусила собака. Он сегодня просил лица не показывать. Рассказал, внук катался на велосипеде, когда на него набросилось бродячее животное. Соседский мальчик сказал, что вашего внука укусила собака. Я вышел навстречу, он заходил домой, плакал, держался за ногу. Сын поехал мой, забрал внука, своего сына, и увез туда. Там вот сделали прививку. Завтра мальчику поставят 5-ю вакцину от бешенства. Это обязательно во всех случаях укуса. Но случай в Дубьязах не рядовой. Собака оказалась зараженной бешенством. Мальчик заразиться не успел, но по ночам ему снятся кошмары. Эту собаку поймали, увезли на анализы, усыпили, увезли на анализы. И через некоторое время, там, через пару недель, выяснилось, что у этой собаки бешенство. Сейчас у нас служба по отлову собак и ветеринарный работают по отлову собак бездомных. Раис республики подписал указ о введении карантина. Он будет действовать 60 дней. Все это время нельзя продавать мясо, лечить больных, восприимчивых к инфекции животных, проводить ярмарки, а также посещать эту территорию посторонним, под запретом отлов диких животных. По рассказам местных жителей, за этой и другими собаками ухаживали охранники бывшего кирпичного завода, который находится недалеко от места происшествия. После того, как зараженную собаку усыпили, проверили остальных, у них бешенства не обнаружили. Жители не могут понять, откуда в село попало опасное заболевание. Предполагают, заражают лисы. Их в окрестностях последние годы стало больше. Сейчас карантинная зона охватывает 2,5 километра от места ЧП. Это граница сразу 2 сельских поселений. Вакцинация всех восприимчивых животных на вирус бешенства. Это крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, собаки и кошки. Со слов местных жителей, в селе много и бродячих собак. Их боятся как дети, так и взрослые. Ну, собаки бывают. Много сейчас что-то в последнее время не видно. Когда в школу ходили, прям страшно было за детей, когда они вот идут в школу. А сейчас куда-то вот исчезли. Есть какие-то улицы, что вот и люди пишут в чаты, что как бы боятся пройти, потому что детей провожают. Мы вот у нас место тоже во враге, и иногда дочка боится выходить. Как сообщили в исполкоме, только в этом году отловщиков вызывали 4 раза. Это уже 3-й случай карантина из-за бешенства в Татарстане с начала июля. В Новошишминском районе его ввели 9 июля, в Буинском 15 числа. Всего с начала года зафиксировано 10 случаев. 3 из них в Альметьевске. Еще выявили в Елабуге и Камском устье. Специалистов это настораживает. Заболевают и дикие животные, и домашние. В этом году 2 случая заражения КРС, 3 случая собак и 1 кошки, 2 лис и 2 барсука. Основным переносчиком считают лису. В дикой фауне уже вирус циркулирует, поэтому необходимо отстреливать лис, необходимо уменьшить популяцию лис. Вот над этим вопросом как раз совместно с Государственным комитетом по биоресурсам работу усиленно ведем. В начале недели в Госдуме прошло заседание рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законов, направленных на защиту от бездомных животных. Здесь озвучили: Татарстан в 1-й тройке по количеству собак, и мы попали в список регионов, где часто вводят карантин. Нафиса Минязова, Данил Филатов, ТНВ. Высокогорский район, Казань.
Рустам Минниханов выразил соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову. Сегодня там потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он следовал рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. Во время захода на посадку перестал выходить на связь. На борту находились 49 человек, включая 5 детей. Все погибли. В Амурской области объявлен 3-дневный траур. Раис республики отметил, очень горько осознавать, что жертвами трагедии стали молодые люди и дети. Разделяем с родными погибших боль невосполнимой потери. Просим передать им слова сочувствия и поддержки. Скорбим вместе с жителями Преамурья, говорится в сообщении. Сегодня в Казанском аэропорту задержали 2 рейса в Сочи и обратно. Один самолет вместо 9 часов 50 минут вылетел на 2 часа позже, другой приземлился в Казани в 11:45 вместо 9 утра. Причина – атака беспилотников, который ночью подвергся Сочи. В Адлерском районе от обломков дронов погибли 2 женщины, 11 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, за ночь над акваторией Черного моря и прибрежными регионами уничтожили 39 беспилотников. В сочинском аэропорту пассажирам посоветовали следить за расписанием. Актуальную информацию можно найти на онлайн-табло. За сутки в Татарстане принимают до 5 заявлений о пропаже людей. В МВД сегодня рассказали, как в таких случаях работает полиция. Развеяли популярный миф о том, что нужно ждать 3 суток. Обратиться в дежурную часть можно сразу. Если в исчезновении видят признаки возможного преступления, возбуждают уголовное дело. Так, к примеру, татарстанец сделал ремонт в квартире, а спустя месяц заявил о пропаже отца. В одной из комнат обнаружили следы крови и сделали вывод, что интерьер мужчина обновлял, чтобы скрыть следы убийства. Часто пропадают дети в возрасте от 12 до 14 лет. За полгода 93 ребенка ушли из дома, еще 34 из госучреждений. В основном они сами возвращаются или их находят сотрудники ПДН. За 6 месяцев зарегистрировали 411 заявлений на поиск людей. Это почти вдвое меньше, чем за тот же период 2024 года. Основные причины исчезновения – они связаны с употреблением спиртных напитков, то есть уходят в состояние алкогольного опьянения, наличием психических заболеваний в силу преклонного возраста. Далее, конфликтные ситуации в семье, в ходе конфликта уходят, выезды на заработки в другие регионы. В России повысились штрафы за отказ остановиться по требованию инспектора. Создаст ли это возможности для злоупотреблений со стороны сотрудников ГАИ, разбиралась интернет-газета «Реальное время». Рустам Минниханов первым из выдвинутых кандидатов подал документы в Центр избирком для регистрации на выборах Раиса республики в сентябре. Полный пакет документов принес представитель кандидата от политической партии «Единая Россия» Геннадий Глушков. Напомним, именно эта партия выдвинула Рустама Минниханова. Для проверки в ЦИК представили 384 листа с подписями муниципальных депутатов и сведения о 3 кандидатурах в члены Совета Федерации. Одного из них Рустам Минниханов делегирует в случае победы на выборах. Сейчас ЦИК будет проверять документы. Регистрация завершается 30 июля. Остальные кандидаты – Руслан Юсупов от ЛДПР, Хафиз Миргалимов от КПРФ и Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость пока в процессе сбора документов. Рустам Нургалевич Минниханов представил помимо личных документов листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов, представительных органов местного самоуправления. Данные документы нашей избирательной комиссии приняты и направлены на проверку. Сейчас на выборах Раиса республики Татарстан очень хорошие кандидаты, и я думаю, что при том, что и они опираются прежде всего на свои политические партии, при таком количестве 7531 депутат, я думаю, что не просто, но я думаю, что они соберут такое количество подписей, поэтому я им желаю в этом успеха и ждем их. Также в информационном центре «Точка выбора» рассказали, на выборах в Госсовет по Меликесскому одномандатному округу выдвижение кандидатов завершилось. Документы представили 4 человека. Раиль Минигалиев от партии «Новые люди», самовыдвиженец Андрей Фомичев, Татьяна Мухина от КПРФ и Диана Полева от ЛДПР. На муниципальных выборах прием документов будет идти до 4 августа. На сегодня выдвинулись свыше 10 тысяч человек. Более половины единороссы. Также баллотируются представители 8 партий, общественного движения ТНВ и почти 2500 самовыдвиженцев. Все выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября. Вот эта избирательная кампания, она показательна. Партии стали более ответственными,
более профессионально подготовленные. Количество юристов увеличилось в партийных организациях, которые сейчас готовят документы на выдвижение и регистрацию. Это хороший показатель. На развитие глэмпингов в Татарстане до 2027 года направят больше 1,5 миллиарда рублей. Это финансирование в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и единая субсидия на развитие инфраструктуры. Глэмпинги в последнее время становятся все популярнее, отмечают в Госкомитете по туризму. В 2023-м в них отдохнули 70 тысяч татарстанцев, в минувшем году уже 100 тысяч. Спрос на загородный отдых есть, но не хватает инфраструктуры. Как планирует ее развивать, расскажет Алена Струминская. В этом году для семейного отдыха Фатхудиновы выбрали глэмпинг в поселке Крутушка, недалеко от города. На территории маленькие уютные домики, детские площадки, рядом голубые озера и казанка. За 2 дня на 4 выложили 30 тысяч рублей. Загородный отдых, чтобы отдохнуть на природе, где свежий воздух, не дома сидеть в квартире. 2 года как работают эти глэмпинги, 4- и 6-местные домики. Глэмпинг работает круглогодично, находится всего в получаса езды от Казани, поблизости с детским оздоровительным лагерем «Байтик». У них один учредитель. Очень востребованный отдых, молодежь, взрослые, семьи с удовольствием приезжают отдыхать в домиках, за город, кто даже в отпуске приезжают. Некоторые семьи берут программы на 3 дня, некоторые берут и более несколько дней. Организаторы говорят, в последние годы туристическая отрасль получает серьезную поддержку от государства. В лагере в этом году благодаря субсидиям удалось построить новые корпуса. 50% мы своих средств вкладываем, и 50% нас поддерживает государство. Мы видели, например, конный двор, но мы не всегда этой площадкой, этим манежем можем пользоваться не в любую погоду. Мы, например, хотим построить манеж. До 2027 года по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» финансовую поддержку получат 29 проектов туристической отрасли. Они стали победителями конкурса Минэкономразвития России. В этом году направят 276 миллионов рублей, в следующем еще больше. Это деньги на приобретение оборудования, развитие автомаршрутов и создание доступной среды. В результате к 2027 году должны появиться 510 новых мест отдыха. Благодаря единой субсидии, которую мы реализуем в рамках национального проекта, мы как раз-таки поддерживаем дополнительное приобретение различного оборудования. То есть это бани, детские площадки, спортивные площадки, чаны. То есть чтобы на территории этих объектов было как можно больше дополнительных сервисов. В Татарстане на разных стадиях сейчас находится 15 глэмпингов. Мы находимся на разной стадии вместе с ними. Либо стадия проектирования концепции, либо стадия строительства, из которых 11 объектов у нас получили субсидию по линии Минэкономразвития. И вот 3 проекта это делают самостоятельно. Поэтому у нас номерного фонда и глэмпинг-объектов с новыми концепциями прибавится. В этом году в рамках нацпроекта поддержали развитие 21 республиканского пляжа. Однако таких мест отдыха у воды в республике по-прежнему не хватает. Алена Струминская, Гульнас Сайфудинова, Альбина Минаева, ТНВ. Казань. Большой спортивный праздник сегодня организовали во дворе первого дома на Кулгали. Так, управляющая компания Приволжского района приступила к реализации гранта конкурса «Курше». Впереди еще 2 мероприятия для детей и пенсионеров. Репортаж Арины Тыриновой. Марина Зинатуллина – активный житель дома по улице Кулгали и счастливая бабушка 5 внуков. Сегодня с ними вышла во двор. Здесь организовали спортивный праздник. Сколько детей, которые могут в летние каникулы отдыхать. Мы все благодарны нашему руководству, нашему Раису. Вот на этой площадке. Видите, где песок? Делайте большой огромный круг. За 5 секунд поехали! Управляющая компания Приволжского района, победитель конкурса «Курше». До 15 сентября они проведут несколько событий во дворе. Сегодня спорт, перетягивание каната, салки, прыжки через скакалку и многое другое. Было сделано 10 домов с программой «Наш двор». Потом мы узнали о программе «Куршефест» в СМИ, заявились. И нам повезло, мы выиграли. Мы будем проводить 3 праздника на 3 дворах. В этом дворе это первый праздник у нас, спортивная среда, акцент по спорту.
В республике эта программа движется, дворы преображаются, становится красиво. Идею праздника придумывали всем двором. Для детей выступили аниматоры. Вместе запускали мыльные пузыри и рисовали мелками. Пригласили спортивных инструкторов, они провели коллективную зарядку. 3 названия. Спортивная викторина для малышей, за правильные ответы, призы, блокноты и значки. Первый открыватель, проходи. Лучше не отпускай своего друга, я тебе помогу. Морально, отлично. В этом году для 1000 жителей этих домов установили игровой комплекс и спортивные тренажеры. Отмечать праздники стало комфортнее. По сравнению с тем, что было, это просто идеально. Вот я не успеваю за ней бегать. Хочет попробовать все качельки, карусельки. Все очень здорово, все нравится. Мне больше всего нравятся качели, вот площадка новая. Спасибо, что придумали такое мероприятие по благоустройству дворов в Татарстане. Самых активных ребят наградили дипломами и медалями. Родителям вручили благодарственные письма. Арина Тыринова, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Фестиваль добрососедства «Наш двор» продолжает путешествие по республике. Накануне он развернулся в Центральном парке Дрожжиновского района. Собрались сотни местных жителей, чьи условия жизни улучшились после благоустройства в рамках республиканской программы. Кто получил благодарность Рустама Миниханова за активное участие в обсуждениях и как здесь живут добрые соседи, увидела Алена Струминская. Фестиваль добрососедства «Наш двор» прошел уже во многих районах республики, а сегодня праздник пришел в село Старое Дрожжаное. Гуляния развернулись в Центральном парке. Здесь развлечения как для взрослых, так и для маленьких. А изюминка вечера – это вот такие сладкие угощения, блины и губадия для всех, кто пришел. Подкрепившись, дети прыгают на батутах, катаются на каруселях и участвуют в мастер-классах. Ребята учат вышивать и делать набойки на ткани. Взрослые в это время общаются и делятся друг с другом последними новостями. Наш район, Дрожжановский район, цветет и идет дальше, потому что для детей очень много объектов строится, для взрослых очень много праздников проводится. Для нас, между прочим, Дрожжановский район для нас рай. Я со Ставропольского края, просто мы тут уже живем некоторое количество времени. Я не видела, чтобы были такие районы, где столько парков, катки были, бассейны были. Но это же все-таки село, даже не во всяком городе маленьком такое есть. Этот летний праздник – продолжение республиканской программы «Наш двор», которая реализуется по инициативе Раиса Татарстана. В Дрожжановском районе работы завершились, благоустроены 19 территорий. Теперь у 1000 жителей дворы с детскими площадками, асфальтом, освещением и удобными скамейками. Кроме этого же мы участвуем в порядка 40 республиканских федеральных программах. Да? И это и ремонт школ, детских садов, клубов, строительство клубов, потом дороги. Каждый год в нашем районе происходит много изменений. Здесь чествовали активных жителей, которые помогли строителям в благоустройстве. Благодарность от имени Рустама Миниханова получил Владислав Ранцев, старший по дому в селе Бурундуки. В первую очередь было изучено мнение людей, опрашивали каждого, и кто что хотел увидеть в ремонте своего двора. Жители активно участвовали, предлагали свои варианты благоустройства. В итоге получился прекрасный, асфальтированный и, скажем, с детской площадкой, с песочницей. Все довольны, рады. За 5 лет в Татарстане благоустроили больше 5000 дворов. В этих домах проживают 1,5 миллиона жителей. Рядом в парке организовали агит-палатку в поддержку кандидата на должность Раиса Татарстана Рустама Миниханова. Мы были уже во многих районах, поражаясь, серьезно говорю, насколько меняется жизнь. Это совершенно новое качество жизни людей. Это абсолютно другое мироощущение людей. И настроение у людей сразу. Выступать легко, потому что люди относятся все по-доброму, люди относятся с пониманием, что они понимают, сколько всего сделано, и понимают, что эта политика должна быть продолжена. Поэтому, безусловно, это огромная благодарность нашему Раису, нашему лидеру, надежному лидеру. Кульминация вечера – праздничный концерт. В рамках проекта «Лето в Татарстане» для дрожжановцев выступили артисты Буинского драмтеатра. Алена Струминская, Алмаз Зиединов, ТНВ, Дрожжановский район.
Фестиваль добрососедства в Камском Усе собрал жителей в парке имени Туфана Минулина. Здесь их встречали местные ансамбли. Сотни гостей участвовали в мастер-классах по рисованию мелками и вязанию. Рядом работала агит-палатка в поддержку Рустама Минниханова. На другой площадке в рамках проекта «Лето в Татарстане» выступил государственный фольклорный ансамбль «Кряшин» «Бермянщик». На главной сцене благодарственными письмами от имени Рустама Минниханова наградили 12 жителей, которые активно принимали участие в благоустройстве по республиканской программе «Наш двор». По ней в районе обновили 28 придомовых территорий. Детские площадки, тротуары, по благоустройству все соблюдено, освещение, скамейки. То есть, ведь, понимаете, самое главное, ведь мы этой программой сближаем людей. У нас получается добрососедство. Люди друг с другом общаются, сидя вечером на скамейке. Поэтому эта программа очень замечательная. Спасибо еще раз, говорю, нашему Раису Республики Татарстан. Наверное, самая народная из программ, проектов, которые в нашей республике реализовываются. Именно люди непосредственно сами решали, какими должны быть их дворы, общественные пространства. Люди диктовали и вносили свои предложения по тем площадкам, которые должны быть и для детей, и для взрослых, различных категорий граждан. Погрузиться в атмосферу прошлого можно будет 26 июля в Свияжске. Здесь пройдет фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Главное событие – парад судов. Они станут участниками реконструкции захвата корабля речными пиратами, бороздившими Волгу в прошлом. На берегу представят уникальные образцы лодок. Здесь же соберут яхту-конструктор «Ласточка» и спустят ее на воду. Впервые выберут мисс Свияга среди девушек, проживающих в сельских поселениях у одноименной реки. Ей подарят холодильник. Чтобы победить, участницам нужно будет как можно быстрее почистить рыбу, преодолеть 150 метров на лодке с веслами и придумать частушки. Фестиваль «Народная лодка» объединит тему судостроения и нематериального культурного наследия Поволжья. Он окунет зрителей в атмосферу жизни у реки. Мы ждем абсолютно всех, потому что и заезжие туристы, как вы понимаете, в большом количестве у нас есть, и они радуются нашим программам. Конечно, семейная аудитория тоже найдет чем там заняться, потому что юнги из нашего братского клуба «Паллада» из города Козьмодемьянской республики Марел будут проводить мастер-класс по вязанию узлов, например, для детишек, для подростков. Там будут другие мастер-классы также проходить, ориентированные именно на семейную аудиторию. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. Я прощаюсь с вами. До встречи. Здравствуйте! Татарстан в ближайшие сутки окажется в тыловой части циклона. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди. На юге республики, в Тетюшском, Буинском, Апастовском, Дрожжановском и Кабельском районах температура воздуха днем составит 24-25 градусов днем и от 11 до 14 градусов ночью. В Нурлате, Аксубаево, Новошишминске, Чистополе, Мамадыше ожидается переменная облачность. Местами осадки. Средняя температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ночью 12 градусов тепла. На юго-востоке республики, в Альметьевске, Лениногорске, Бугульме, Бавлах, Урусу, Азнакаево днем ожидается 24-25 градусов, ночью 11-12 градусов тепла. Здесь также будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Муслюмовском, Сармановском, Актанышском, Мензелинском, Агрызском районах температура воздуха днем составит от 22 до 24 градусов тепла, а ночью от 10 до 12. На северо-востоке республики, в Сабинском, Тюлечинском, Кукмарском, Арском, Балтасинском районах преимущественная облачность, без осадков. Температура воздуха днем поднимется лишь до 24 градусов тепла, ночью до 12. В туристических городах республики Свияжске, Болгаре и Елабуге облачно с прояснениями. Осадки лишь местами. Температура составит 24-25 градусов тепла днем и от 12 до 15 градусов ночью. В Казани переменная облачность, без осадков. Днем 24 градуса, ночью 13 градусов тепла. Северный ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
Атмосферное давление чуть ниже нормы. Оно составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность 42%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. В студии был Амирхан Калимуллин. Удачного завершения рабочего дня. Всего доброго.